Я рад вас приветствовать всех на воскресном богослужении. Добро пожаловать. Еще раз рад вас видеть, несмотря ни на что, на погоду, на все остальные вещи. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся, мы благословим это собрание. И мы будем делать то, ради чего мы сюда пришли, мы будем совершать богослужение. Аминь. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя, Господи, за этот чудесный день, за милость Твою, благодать к нам, за то, что мы можем прийти сюда для того, чтобы поклоняться Тебе, славить Тебя, назидаться от Тебя. Господь, наше упование на целиком на Тебя. Мы отдаем это собрание в Твои руки. Уповаем на Тебя, надеемся на Тебя. И мы просим Тебя, Господи, веди это собрание. Дай нам послужить друг другу, и Ты послужи нам. Через наших братьев и сестер. Мы провозглашаем, что открыто, что Ты, Господь, на этом месте. Ты глава этой церкви. И вся слава да будет Тебе и в наших жизнях, и в жизни нашей церкви. И прямо сейчас, Господи, мы будем славить Тебя и поклоняться Тебе, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал: аминь. И давайте мы Господа прославим. Аллилуйя. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божьей
горит во мне, словно мощный ветер. О-о-о, несется над землей. О-о-о, в нем сила пробуждения. Боже, и здесь твой огонь, пусть он горит во мне, словно мощный ветер. О-о-о, несется над землей. О-о-о, в нем сила пробуждения. Боже, и здесь твой огонь, пусть он горит во мне, пусть он горит во мне. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его, все мы ждем Его. Аллилуйя! Господь здесь, в силе своей. Аллилуйя! Воздаем Ему славу! Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя, благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной сна, благословлю тебя. Благословение призывает, что славить мне, невынимым, чтоб ты делал. Я пою тебе, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя, благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной сна, благословлю тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне, невынимым, чтоб ты делал. Я пою тебе, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой
все, что Ты даешь нам, и за все, что Ты хочешь нам дать, Иисус, в дальнейшем. Тебе отдаю дни мои, прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною, поднимаешь, если падаю я, всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я тебе отдаю дни мои, прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною, поднимаешь, если падаю я, всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое звучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое звучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Только для Тебя, Иисус, каждый день нашей жизни мы отдаем Тебе, наш Бог. Аллилуйя!
Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. И все вместе. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Hasbetli süreğiye Tuğunan doların bileği Kalar bakın koma bakın Tangara Cübününden görbeğin Nadı yağın süreğiye Gördüğüge bettiğin Erenedin tutamakın Erenedin tutamakın Erenedin tutamakın Min oğlum en güzdeğilerge Erenedin tutamakın Erenedin tutamakın Erenedin tutamakın Min oğlum en güzdeğilerge Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем Тебе, Господь, каждый день. Аллилуйя, Господь, что бы ни происходило в мире, Боже, пусть сердца наши будут в мире и спокойствии, в доверии к Тебе, Господь.
потому что Ты, Бог, знаешь все. Ты видишь все, Господь. Ты видишь сердце каждого, Господь. И я прошу, пусть придет утешение в сердца. Пусть придет утешение в сердца огорченные, ситуации в мире, в стране. Может быть, коснулись кого-то дети и призвали, мужей. Господи, пусть придет Твое утешение, Иисус, в эти сердца. Пусть придет Твой мир, Господь, Твой покой, Иисус, который превыше всего, Иисус. И храни, Господь, храни, Иисус, каждого. Склоняюсь перед Тобой, восхищаюсь Твоей красотой. Жизнь отдаю Тебе, прославься, Господь, во мне. Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Dolabın gereğine olup tutar arabı ay kalan migine barama dolaptım gündüden aram geletten Спаситель мой, мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой.
только Ты. Ничто не отлучит нас от Его любви, ничто, даже сама смерть нас не отлучит от Его любви, потому что Он есть любовь. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя. Господи, мы приносим перед Тобой все наши нужды, все наши заботы, все наши волнения и переживания, Господь. Что бы ни происходило в этом мире, Ты наша надежда и упование, Господь. И что Ты написал, Ты сказал, что придите ко мне, все обремененные, все нуждающиеся, я успокою вас. Господи, мы отказываемся волноваться, мы отказываемся переживать и возлагаем все наши переживания на Тебя, Господь. Мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду, которая есть у нас по богатству Твоей славы. Господи, пусть все нужды, которые есть физические, Господи, нуждали в деньгах, нуждали в хорошей работе, нуждали в друзьях, нуждали в мудрости, как поступать, что делать, Господи. Ты восполни, Ты дай. Господь, просим Тебя во имя Иисуса, Господи. Господи, мы просим Тебя за всех, кто не домогает, у кого есть какая-то немощь в теле, Господь. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа мы покрываем все Твоей любовью и Твоим исцелением, Иисус. Иисус, Ты понес все наши болезни и все наши немощи на кресте. Ранами Твоими мы исцелились. Мы принимаем это в свою жизнь и провозглашаем каждого болящего здоровым во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас запрещаем всякой болезни. Если у тебя есть какой-то недуг, ты сейчас здесь в зале, просто положи руку на себя и провозгласи божественное здоровье, провозгласи исцеление во имя Иисуса. Аллилуйя, Господи. Пусть будет так, Господь. Пусть будет слава Твоя в наших жизнях, в том числе и в этом, Господи. Я провозглашаю исцеление, исцеление в жизнь каждого. Более того, помимо физического исцеления, я провозглашаю духовное исцеление. Господь, я провозглашаю, что нет места никакому смущению, смятению во имя Иисуса Христа. Там, где мир Господень, там, где Дух Господень, там свобода. Я провозглашаю это в жизнь каждого человека. Наполняйтесь Духом просто. И Дух Святой, Он вытеснит всякое смятение, всякий мрак, всякое сомнение во имя Иисуса. Господи, пусть будет так, пусть это будет реальность, Господи. Господи, мы просим Тебя за наше правительство, Господи. Благослови их, пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от зла, уберегая их от влияния темных сил, злых людей, Господи. Пусть они поступают в соответствии со своей совестью, со своими обязанностями, пусть они пекутся о народе своем. Господи, мы просим Тебя также за работников военкоматов сейчас, Господи, за всех тех людей, кому поручено проводить мобилизацию, Господи. И мы просим Тебя о том, чтобы они делали это надлежащим образом, не для галочки, не для того, чтобы просто отчитаться наверх, что все исполнено и все сделано, Господи, но чтобы они поступали по совести, Господи, и делали так, как предписано законодательными актами, чтобы не загребали всех подряд во имя Иисуса, Господи. Господи, мы просим Тебя также за всех людей, кому, может быть, пришла повестка, и он не должен быть призван. Может быть, у кого-то есть дети на попечении, а у кого-то возрастной порог, он уже больше гораздо. Господи, усмотри каждую ситуацию, пусть будет справедливость там, Господи, и пусть будет мир в семьях, Господи. Пусть не будет никакой паники. Мы отдаем эту ситуацию также в Твои руки во имя Иисуса, Господь. Пусть будет спокойствие и мир, Господи. Господи, мы также просим Тебя за всю эту ситуацию с военной операцией на Украине, Господи. На все Твоя воля, Ты суверенный Бог, ничто не происходит без Твоего знания,
и без Твоей воли, Господи, Ты что-то допускаешь. Но при всем при этом наше желание, Господи, чтобы был мир между нашими народами. Господи, это братские народы, один язык практически, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы был мир во имя Иисуса. Любая война, она заканчивается миром. Рано или поздно. Нет таких, которые бы длились вечно. Господи, мы просим Тебя, пусть это будет раньше. По возможности, Господи, как можно быстрее. Пусть будет полный мир. Господи, мы просим Тебя за всех людей, кто оказался в зоне боевых действий сейчас. Господь, благослови их. Благослови, выведи, дай мудрости. Дай вовремя эвакуироваться кому-то, Господь. Сохрани как можно больше жизни, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Весь Божий народ сказал. Аминь. Да будет так. Еще раз доброе утро. Подождите, пока не торопитесь садиться. Давайте мы возьмем пару минут. У нас как-то мы совсем расслабились, несмотря на то, что у нас уже вроде бы и учебный год начался, и сентябрь на носу. Как-то мы растягиваемся во времени и приходим все позже и позже. Я хочу напомнить, что у нас собрание начинается в 11 часов. Поэтому добро пожаловать без 15:11, если вы будете здесь, это будет замечательно. Ну а сейчас, так как мы многие пришли позже, давайте 2 минуты возьмем, подойдите к кому-нибудь, у нас люди возвращаются с отпусков, еще не все, у нас еще очень много людей где-то в разъездах, но давайте мы поприветствуем друг друга. Скажите что-нибудь хорошее, радостное, благое, кому-нибудь, кого вы давно не видели. Аллилуйя, слава Богу. Также можно детей попросить, дети-подростки, пока мы еще там приветствуем друг друга, пожалуйста, с первого этажа позовите, кто находится в зале, проходите вперед, мы благословим вас, помолимся за вас. Все дети, подростки, кто у нас есть, пожалуйста, выходите. Вы знаете, да, что у нас добрая традиция. Практически на каждом собрании мы благословляем детей, мы молимся за них. И сегодняшний день он не будет исключением. Мы подождем еще тех, кто подтягивается. Также у нас много детей не остаются дома пока, да, но потихонечку мы начинаем втягиваться в процесс. Я верю, что мы полноценно начнем детское служение, детей у нас будет больше. Хорошо, давайте мы помолимся за них. Хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, Господи. Благослови их, как я их сейчас благословляю, Господи. Всяким Твоим благословением, Господи. Я провозглашаю, пусть Твоя рука будет над ними, над каждым из них, уберегая их от зла.
во имя Иисуса Христа. Господи, благослови каждого. Господи, благослови каждого крепким здоровьем, Господи, и физическим, и духовным, во имя Иисуса, Господи. Господь, я прошу Тебя, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. Господи, сейчас началась осень, опять простуды, инфекции всякие, заболевания. Господи, я провозглашаю, что всякая болезнь, она обойдет их стороной. Даже если какой-то вирус попадет, не причинит никакого вреда. Все пройдет без следа, безо всяких последствий во имя Иисуса. Божественная защита над ними. Господи, начался новый учебный год. Для всех школьников, учеников, студентов, Господи, мы просим Тебя, благослови их, Господи. Пусть учебный процесс, он не прерывается всякими пандемиями, еще какими-то вещами, Господи. Но дай всем, благослови просто на усвоение материала. Господи, Ты для каждого из них предусмотрел какую-то специальность, профессию, какое-то будущее, что будет. Господи, пусть те знания, которые они получают, они соответствуют этой будущей профессии. Пусть они будут лучшие в чем-то, Господи. Благослови их. Я прошу Тебя, Господи, также о сверхъестественном понимании для них, для каждого, что то, что они получают сейчас, это пригодится им в жизни. Пусть они этим не пренебрегают. Даже если их сверстники, они сейчас веселятся и делают что-то, Господи, но наши пусть знают, что для них есть большое предназначение, что есть судьба для них, Господи, от Тебя. Пусть стараются и прилагают все усилия, Господи, к достижению чего-то лучшего в этой жизни, Господи. Я провозглашаю, что каждый из них научится слышать голос Твой, Господи. Каждый из них будет слышать голос Твой, голос Божий. У него будет водительство от Тебя сверхъестественное. И будут знать, как поступать в каждый момент времени во имя Иисуса. Пусть не будет никакого смятения, пусть знают, что могут прийти к Тебе. И пусть их жизнь, она будет полна чудес, сверхъестественных от Тебя. Во имя Иисуса Христа да будет так. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Хорошо, и вы знаете, да, что у нас пока не было, мы приостановили проведение детского служения в связи с ремонтом и со всеми вещами, но я верю, что в ближайшее время мы возобновим. Вы заметили, да, что у нас как-то более-менее наводится порядок на первом этаже. У нас осталась небольшая деталь, это сделать светоэлектрику, и электрики мне обещали всю неделю, что они приедут. Приехали вчера в 8 часов вечера. Как бы поработали до 10, что-то сделали. Господь их благословит. Договоренность, что они сегодня выйдут после обеда. Там осталось не так много, нам нужно просто просверлить потолок. Будет пыльно, да. Я надеюсь, они закрепят светильники, и можно будет уже более-менее прибраться. Вот. Также, что еще вам сказать? Слава Богу, мы купили более-менее электрику, то есть вот розетки все. Хотелось, мне планировалось, что они будут черного цвета, но достаточного количества черного цвета не нашлось, поэтому они будут у нас такие вот перламутровые. По-моему, тоже неплохо, наверное, будет. Вот, слава Богу за это. И также у нас есть не все светильники, но практически все, для того, чтобы закрыть все и чтобы у нас уже был свет. Потому что становится темно, и свет он уже необходим. К чему я это говорю? Вспоминайте в молитвах, в том числе ремонт церкви. Вот кто вообще еще молится за это? За работников, потому что как-то они тоже совсем расслабились. Знаете, вот я сколько раз никогда не нужно платить. Мы сейчас не платили деньги вперед, но мне, знаете, даже такое, до конца рассчитываться за проделанную работу не надо, чтобы люди имели какую-то мотивацию. Как только рассчитаешься, мы за всю проделанную до сих пор работу с электриками рассчитались, что-то никакой мотивации у них, знаете, неделю идут, да, приедем. То есть я сижу весь день, жду, вечером звонят, говорят, что вот у нас как бы дела, извините, мы сегодня не можем. Поэтому молитесь за то, чтобы осталось совсем чуть-чуть, да, как бы доделать, чтобы мы это доделали. Также за другие работы обратили внимание, что нам необходим гардероб. У нас есть место, уже как бы все ходят в куртках, вешать некуда.
Я смотрю, у нас там старый гардероб, который, ну, вешалка такая стоит, туда люди вешают. Кстати, вот тоже что-то совсем как-то все разъехались, разбежались, никто еще не вернулся. Хотя бы просто старый пока вернуть на место, протереть его, поставить, чтобы можно было раздеваться там. Также, я думаю, что мы, если Господь даст и электрики, они все закончат, мы сделаем генеральную уборку. Оставайтесь на связи в группе, то есть генеральную уборку это, я думаю, нам нужно помыть окна, как бы вообще прибраться, протереть пыль, и на первом этаже также все протереть, уже вынести то, что у нас не должно быть здесь, в виде всяких ящиков, куда-то их пристроить. Мне совсем их не хочется держать здесь, возвращать какие-то бочки, а делать уже так, как оно должно быть, по-нормальному. Что еще? Мы закупились уже, да, вот как бы электрикой, но, знаете, это по минимуму. Там будут приблизительно вот такие светильники, но это еще не все. Просто эти светильники нам достаются не очень дорого. Как бы я вам рассказывал, что за треть от стоимости мы их покупаем, как и здесь, в принципе. То есть в среднем такой светильник стоит 1700 рублей в магазине. 1700, 1800, в зависимости от мощности. Мы их покупаем по 500 рублей. Ну, потому что их демонтируют в другом месте, где они стояли, недолго, они практически новые. Ну, это классно, это в 3 раза дешевле. Также шины все эти. Вот это мы купили, но этого недостаточно, нам нужно будет докупить. То есть на какое-то время хватит, на первое у нас будет освещение. Просто остальные светильники, их по 500 рублей нету. Они есть по полной цене, по 2000 и по 4000, там некоторые, да. И как-то, в общем, до лучших времен. Что еще? У нас остался один кабинет, вы заметили, да, где нет плитки. Есть похожая плитка, как бы в магазине вот здесь рядышком. Она чуть-чуть на полтона светлее, но она очень хорошо подойдет. Мы вообще планировали делать туда линолеум. Ну, какой-то вот такой в детские кабинеты, но на один кабинет у нас практически хватило, мы докупили, уже сделали. И в принципе мы можем сделать и второй кабинет также плиткой, будет, наверное, классно. Ну, то есть керамогранитом. Мне так кажется. Но посмотрим. Почему мы не делаем, еще раз, потому что нужно рассчитаться просто со всеми долгами. У нас есть не так много, мы уже, слава богу, мы практически рассчитались со строителями. То есть там осталось в районе 30 тысяч рублей это строителям. Но вот у нас сейчас работают электрики, они тоже попросят за это деньги. Плюс мы до конца не рассчитались за светильники с ними. У нас, кстати, мы сегодня должны им отдать деньги. Там еще 20 тысяч, по-моему, вот за то, что у нас как бы есть. Вот. Ну, раз уж я про это заговорил, может быть, сейчас и про пожертвования сразу, да, как бы. Все вы знаете, что мы существуем на наши же собственные пожертвования. То есть никто нам деньги ниоткуда не засылает. Государственного финансирования у нас, к сожалению, нету. Может быть, и к радости, знаете. Потому что кто платит деньги, тот заказывает музыку, да. Поэтому гораздо, наверное, лучше, когда у тебя есть свое собственное финансирование со всеми минусами, но и плюсами, да. Поэтому можно попросить, я вот не знаю, у нас и Петровича нету, кто-нибудь, пожалуйста, ведра отправьте. И также в электронном виде можно осуществлять пожертвования, десятины. Если вы откладывали что-то, думали, что может быть потом, вот, ну, сейчас хорошее время, в связи с тем, что я уже говорил. Хочется уже как-то более-менее все это дело закончить на первом этаже, чтобы мы могли возобновить и детское, и заняться какими-то другими вещами. Хорошо. Не вставайте, я помолюсь еще коротко. Господи, я благодарю Тебя за каждого дающего человека, который когда-либо вообще давал и дает в церкви. Господи, благослови просто каждого. Пусть на все всегда будет хватать в жизни, Господи, ибо богат не тот, у кого все есть, но кому на все хватает. Господи, пусть на все хватает во имя Иисуса. Научи правильно планировать, правильно поступать и правильно распоряжаться своими деньгами во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови все семьи, всех, кто дает. Во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Аминь. Что еще? Я не могу пройти мимо
того события, которое всколыхнуло всю страну на прошлой неделе. Да, это объявление частичной мобилизации. И, наверное, все слышали, да? Не имеет смысла спрашивать. В истории нашей страны, ну, современной России, это вообще первый раз, а за всю историю вообще, то есть если брать Российскую империю, Советский Союз и современную историю, это третий раз за всю историю. Насколько я понимаю, у нас мобилизация была в Первую мировую, всеобщая, потом была в 1941 году в Великую Отечественную, и сейчас частичная. Да, и это как бы говорит вообще о серьезности тех вещей, которые происходят. То есть если мы здесь сидим, мы далеко очень от всех событий, которые там происходят, но мы достаточно взрослые, чтобы понимать, знаете, что если непосредственно у нас здесь чего-то не происходит, это не означает, что мы в каком-то домике, да. Вот мы спрятались, как бы ты ни убегал, оно, ну, вообще судьба страны, она решается в том числе и там, сейчас, на данный момент. И много вопросов вообще и смятений, и волнений, и переживания, потому что, ну, насколько я вот увидел, то, что происходило, мы вот сейчас молились, я затронул, да, знаете, как обычно, у нас даже президент, глава, вернее, нашей республики, он выступал, и он сказал, что были перегибы, что загребали вообще всех, и что нужно вернуть всех тех, кто не подлежит мобилизации. И если кто-то когда-то вообще сталкивался с военкоматами, мужчины, кто был там на приписных, вы знаете, может быть, у нас армия, она поменялась в лучшую сторону, но военкоматы, по-моему, та структура, которая, вот она еще застряла в те времена, и я думаю, что там все делают, знаете, как... Нужно быстрее, главное, отчитаться, галочку поставить, что все, я выполнил, я сделал, план перевыполнил. И то, что, ну, я не специалист, и, на мой взгляд, то, что происходило, это, знаете, я вот посмотрел, пошли по пути наименьшего сопротивления, взяли списки крупных предприятий, где все в порядке с системой учета, где отделы кадров, они автоматически подают, и все люди, они стоят на учете в военкоматах, и там просто все крупные предприятия по спискам начали как бы призывать. В Нерюнгри многим пришли повестки. У нас вот в церкви вот Семен с Мариной Федоровой, они ну, взяли опекунство или как усыновили. Вот Илья у них такой здоровый парень. Как бы, да, у его родителей, вот у него отчим есть, как бы его в Нерюнгри. Мы на сплав, когда ездили с молодежкой, он был с нами на лодке. Ему 46. Он сержант, то есть он не командный состав. Ему тоже пришла повестка, по-моему, на следующий день, хотя вообще положено до 35 лет. Поэтому, если такое, оно происходит с вами, с вашими родственниками, с кем-то, не стесняйтесь жаловаться, писать, если вы считаете, что вы не подлежите, как-то несправедливо что-то произошло. Сейчас в сети, в Телеграме есть, знаете, многие журналисты, общественники, которые на Первом канале, в том числе, там светится Маргарита Симоньян, это директор Russia Today или RT, да, у нее есть бот в Телеграме, куда можно писать, то есть надо конкретно, ну, можно зайти, есть, по-моему, у Поддубного такой военкор, который также с этим вот, ну, в том числе борется. То есть власть начала реагировать. Людей уже возвращают, жалобы они эти рассматриваются, выпускаются пояснения и так далее. И к чему я это говорю? Чтобы не было паники вообще. То есть первые дни, они как бы уляжется это, устаканится. Не паникуйте в любом случае, что бы ни происходило. Не переживайте так сильно. Хорошо, и я сам просто, ну, как бы в такой... Мне в этом году 50 исполнилось. И просто я младший командный состав, как бы офицер в запасе. И вот до 50 лет призывают младший командный состав. Мне непонятно, вот 50 до 50 это как? Это 49 и все? Или это как бы вот вопрос повис в воздухе, пока ничего никогда, ну, не приходило? Как бы, ну, не знаю. Понятно, что когда ты занят вообще обыденной жизнью какой-то, у тебя какие-то свои планы, ты что-то строишь, и тут все планы, они ставятся на паузу, да. Просто есть, если у людей семьи на попечении, ну, все это очень непросто, как бы
что бы ни говорили. И вы знаете, я, наверное, сам вот как бы лично не буду комментировать пока. Если вам интересно вообще что-то, вы можете ко мне подойти, вот мою личную позицию вообще узнать. Ну, можно гражданскую, так скажем, да? Можно подойти ко мне отдельно. Но Союз Русского Е, куда мы в том числе входим, выступил с заявлением. Да? Я хочу просто его прочитать по поводу вот объявления всеобщей мобилизации. И в принципе, ну, то есть я разделяю то, что там сказано, и это недолго займет, и потом дальше мы продолжим с нашим собранием. Дорогие братья и сестры, так еще раз, это официальное заявление в связи с объявлением в России частичной мобилизации. Дорогие братья и сестры, в эти дни многие встревожены новостью о частичной мобилизации в нашей стране. К огромному сожалению, военные действия продолжаются. Все эти события побуждают нас еще больше вопрошать Господа и искать Его помощи. Прежде всего, важно помнить, к чему призывает нас Христос. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. В этом мы видим нравственный долг каждого христианина – молиться о мире и искать мира. Кроме того, библейские тексты предупреждают нас о том, чему надлежит быть. То есть о возникновении такой данности, которую невозможно изменить. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих. Такие обстоятельства не повод для страха и паники. Это время усердной молитвы, поиска понимания того, что делает Бог, и осознания своей миссии в данных условиях. Множество чудес и свидетельства Божьего могущества были явлены в жизни верующих именно посреди всеобщего смущения. Вместе с тем, верующие наших церквей сталкиваются с ситуациями, когда нет ясного понимания, что делать дальше. В этих условиях следует поступать так, как подсказывает собственная совесть христианина. Призываем священнослужителей Союза отнестись с пониманием к личным решениям братьев и сестер, не допуская осуждения и критики. Пусть Дух Святой даст каждому из нас мудрости и направит наши пути. В настоящий момент команда юристов работает над составлением рекомендаций и разъяснений в связи с возникшей ситуацией. Со своей стороны, члены Духовного Совета Союза продолжают регулярно молиться о том, чтобы воцарился мир во всех местах вооруженных противостояний. Призываем всех священнослужителей Союза и их церквей присоединиться к молитве за сложившуюся ситуацию, как во все сложные времена человеческой истории евангельские христиане были со своим народом. Так и теперь мы пройдем испытания сегодняшнего дня вместе. Да поможет нам Бог. Якобы добавить мне нечего вот к тому, что написано. Хочу просто подчеркнуть, в Библии описываются времена, когда будут глады, моры, войны и то, что будет вообще в последние дни. Да? Я уже говорил, я не буду сейчас еще раз проповедовать на эту тему, да, вот по поводу молитвы. Молитва — это не волшебная какая-то вещь, которая по, знаете, мгновению, как волшебной палочкой, или ты произнес «трах, тебе дух» там вовремя, да, воскликнул имя Иисус, и все поменялось в соответствии с твоими желаниями. Мы должны понимать, что Бог, Он Бог, Творец всего, у Него есть своя воля. Мы можем открывать наши желания пред Богом, и мы призваны к этому. И мы должны молиться за мир, за ситуацию, которую нас окружает. Но есть вещи, которые не подвластны нам, не подконтрольны, да? То есть, вы понимаете, что есть верующие с одной стороны и с другой стороны, и они молятся одному и тому же Богу, и часто молитвы с одной стороны и с другой стороны не могут противоречить друг другу, да? Но искать волю Божью во всем, да, и хранить мир в сердце. Аминь. Хорошо. Не хотелось вас загрузить, да. Преимущество наше перед этим миром — это то, что у нас есть тот, на кого мы уповаем, к которому можно прийти, на которого можно возложить и надежды, и вообще полагаться и уповать. Поэтому радуйтесь, еще раз вам говорю, радуйтесь, когда проходите
всевозможные испытания, да, в вашей вере, потому что потом она будет крепкой. Хорошо. И давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну, которая у нас приехала с отпуска, которая поделится словом сегодня. Давненько ее не видели, не слышали. Да все я, да. Добрый день, драгоценные. Я сегодня начну проповедь с вопроса. С чем сравнивается семя в Библии? То есть, можете дать библейское определение слова «семя»? Семя – это правильно. В Писании неоднократно семя сравнивается со Словом Божьим, а слово – семенем. Иисус в притче о сеятеле, а эта притча описана во всех 3 Евангелиях, от Марка, от Луки, от Матфея, так и говорит: сеятель слово сеет. Давайте вспомним эту притчу. Просто зачитаем, без особых комментариев. Откроем Марка, Евангелие Марка, 4 глава, и начнем читать с 3 стиха. Марка 4, 3. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали ту. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую почву и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. Далее ученики попросили Иисуса, чтобы Он объяснил им эту притчу, смысл ее. И читаем с 14 стиха. «Сеятель слово сеет. Посеяно при дороге означает те, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердца их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянные на доброй земле означает те, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой 60, иной во 100 крат. Так что мы четко видим, что семя – это слово. Иметь семя – это хорошо, но его не только надо иметь в своих закромах, то есть в своем разуме, в своей памяти, в сердце, но им надо правильно распоряжаться, чтобы достичь желаемого результата. Семенами напитаться, вы сами понимаете, гораздо труднее, чем плодом от семени. Ну, к примеру, представьте себе, что вы голодны, и приходится есть горсть семян, пусть будет от яблок, яблочных семечек. Горсть съели, немножко голод утолили. Но согласитесь, что если бы вы ели плоды даже от одного семени, то есть выросло дерево, с него яблоки, вы бы эти яблоки ели долго и насыщались. А если бы все это семя, всю эту горсть посеяли, тогда целый сад можно вырастить. И хорошо жить, верно? К чему все это я, скажите? Я скажу, к чему. Да к тому, что у всех из нас есть целые залежи, амбары, заполненные семенем. Мы годами с вами читаем Библию,
кто-то уже и по 30 лет читает. Христианские книги читаем. Слушаем каждое воскресенье проповедь церкви, а некоторые на ютубе регулярно известных там своих любимых проповедников слушают. И как итог мы наполняемся семенем. Встает закономерный вопрос, закономерный. А что мы с этим семенем делаем? Если просто запасы увеличиваем, то это не то, для чего предназначено семя. К тому же в любом хранилище семя теряет со временем свои свойства. Оно усыхается, становится безжизненным. Оно может быть уворовано, оно может быть съедено грызунами. Человек, который постоянно приумножает знания, заучивая слово, стремится услышать что-то новенькое такое, сенсационное, аж чем ты там еще меня удивишь, но не живет полученным словом, сравнивается в Библии с жирной овечкой, овцой жирной, а также накопленные знания ради знания, как говорит слово, они надмевают человека. Надмевают. Гордость приносит. Итак, у нас нет с вами недостатка семени. Но нам надо не семена есть, а плод получить и им питаться. То есть просто заучивать слово, цитировать слово налево и направо. Это одно. Не это нужно. А что нужно? Жить словом и по слову. А для этого придется потрудиться. И прежде всего поработать со своим сердцем. Ведь семя нужно посеять куда, чтобы получить урожай? В добрую почву сердца, чтобы там семя взошло и выросло. Для этого почвы сердца нужно что делать? Рыхлить, вырывать и сорняки, и тернии, следить за состоянием своего сердца, проверять, в каком оно состоянии, за своим характером следить. Семя нужно поливать. Что значит поливать? Размышлять над словом полученным. В любом прочитанном нами отрывке Божьего Слова в проповеди много семени. Но каждого из нас в определенный период времени может что-то зацепить, заинтересовать, что-то одно или какие-то пару моментов. Поэтому один человек из проповеди выносит одну мысль, а другой совершенно другую мысль. Но если вас что-то зацепило, то не поленитесь, драгоценные, уделить внимание, поразмышлять, углубиться, вернуться к этому слову на следующий день, через неделю, через месяц, через год. То есть следить за тем, чтобы семя это дало всход, выросло и принесло урожай. Пользы от плода, как вы уже поняли, будет гораздо больше, чем от мешков неиспользованных сухих семян. Ну вот, такое длинное, это было вступление. Такое длинное вступление получилось. А все с одной единственной целью, чтобы вы сегодня настроились, взять что-то для себя, а не потеряли то, что получите. И это слово, оно не осталось еще одним сухим семенем в закромах разума. А теперь перейдем к сегодняшней теме. И тема сегодняшняя – хождение в истине. Открываем послание 3 Иоанна, 2 стих. 3 Иоанна. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Представьте, что это не апостол Иоанн пишет церкви, а Бог пишет, что для него нет большей радости, как слышать, что его дети, то есть мы с вами, ходим верно в истине. Это первое, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Второе. Хождение в истине, оно напрямую связано с преуспеванием души. Чтобы наша душа преуспевала в жизни, нам нужно ходить в истине. Вы хотите радовать Отца и преуспевать во всем? Хотите? Конечно же. Думаю, здесь нет таких, которых скажут, что нет. Это надо быть глупому просто. Значит, нам нужно ходить в истине. Так что же такое
ходить в истине? Как в ней ходить? Давайте вместе сегодня разберемся. Словарное значение слова «истина» – то, что существует в действительности, отражает действительность, правда. Пояснение слова «истина», если в обиходе, можно сказать по-простому так. Истина – это противоположность лжи. Но сразу говорю, что сегодня мы только чуть-чуть, одну малость коснемся вопроса лжи, чтобы не воздавать славу, хвалу и не превозносить отца лжи, то есть дьявол. О лжи каждый из вас и так может легко рассказать и примеры привести и из своей жизни, и из Библии тоже их достаточно. А вот если попросят объяснить, что такое истина, и привести библейские примеры, думаю, будет посложнее. Давайте проверим. Я начну, а вы продолжите. Иисус говорит о себе. Это Иоанна 14:6. «Я есть путь, истина и жизнь». То есть первое, Иисус есть истина. Дальше, что еще в Писании названо истиной? Просто можете говорить слово. Кто еще, кто назван еще истиной в слове? Кто в Писании назван истиной? Иисус, я только что сказала. Я прошу, чтобы вы продолжили список. Слово, совершенно верно. Слово Божье есть истина. Давайте мы сразу закрепим это. Псалом 118, 142 стих. Правда твоя, правда вечная. А нет, подождите, это я другое слово приведу. Иоанна, прошу прощения, Иоанна 17:17. Иоанна 17:17. Иисус молится Отцу: освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Так, то есть слово истина. Что еще есть истина? Вот я уже подсказку сказала в Псалме 118. Кто? Тора. Псалом 118, 142. Правда твоя, правда вечная, а закон твой, то есть Тора, истина. Тора, закон Божий, истина. Что еще есть? Кто еще есть? Кто? Подсказку делаю. Кто еще назван истиной? Смелее, это же не экзамен. Дух Святой, совершенно верно. Отец Бог наш. Отец наш Бог назван Богом истины. Он дважды назван, даже только в одном послании, в Исаии 65:16. И он назван истинным Богом во многих местах. Исход там 34:6, Иоанна 5:20 и так далее. Дух Святой, которого вы назвали, который мы получили, прежде всего, он есть Дух истины. Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас со всякую истину. Итак, Иисус – это истина. Отец – это истина. Дух Святой – это истина. Слово Божье – это истина. Тора – это истина. Откроем Псалом 50, 8 стих. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Если мы с вами, драгоценные, возлюбим истину, то она должна жить просто в нашем сердце. И как результат этого мы получим мудрость, и тогда в нашей внутренности будет обитать премудрость Божья. Именно истина и мудрость, они совершают в нас необходимую работу, которую мы так хотим, чтобы она совершилась. Какую работу? Чтобы мы уподобились Христу. И еще важный момент. Согласно 4 стиха 90 псалма, если мы ходим в истины Его, то есть Божьей, да, то истина Его будет нашим, написано, щитом и нашим ограждением, то есть нашей стеной, нашей оградой. Если мы с вами не ходим в истине Его, не поступаем по истине, а ходим во лжи, ходим в заблуждении, то тогда истина не будет нашим щитом и нашим оградом. Итак, преуспевание, мудрость Божья и ограда гарантируется тем, кто возлюбил истину. Но какую истину? Абсолютную истину. Истина едина, но в ней можно выделить некоторые аспекты. Есть истина не только абсолютная, но есть относительная, есть объективная, есть субъективная и так далее. Но мы сегодня будем говорить только
о абсолютной истине и абсолютной истинной реальности. Ну и, конечно, начнем с самого слова «истина», на языках, на которых написана была Библия. На каких языках написана Библия? Иврит и греческий, совершенно верно. Истина – это еврейское слово «эмет», которое происходит от коренного слова «оман», что означает «верить», «поддерживать». Аман – это вера. Эмет – это нечто твердо вставленное. Представьте драгоценный камень, который твердо вставлен в оправу. Или гвоздь, который крепко, накрепко, навечно вбитый во что-то твердое. То есть истина, эмет – это верить твердо, верить крепко. Если побуквенно эмет, да, вот это алиф, мен и тав, то это слово, утвержденное силой в завете. С этим словом взаимодействует слово наше любимое «аминь». Амен, аминь. Там только одна буквочка отличается. Иисус есть истина, и Он есть аминь. Свидетель верный. Нам нужно быть внимательным, на что мы с вами говорим аминь. И не спешить говорить аминь налево и направо. Амин, то есть означает верю, истина, да будет так. Если на чью-то ложь мы говорим аминь, то это равносильно, что мы забываем эту ложь в себя, как гвоздь, и вставляем ее, как алмаз в кольцо. За всякое аминь нам нужно будет отвечать. На что можно безопасно говорить аминь? На истину, то есть на закон, на Тору, на Слово Божье, процитированное из Писания, а не на всякое истолкование с кафедры. Или где вы слушаете в Ютубе, да? То есть фильтруйте четко, что вы говорите аминь. Истина с греческого – это реальность. У каждого из нас может быть свое восприятие реальности, но истина – это абсолютная реальность, стандарт абсолютно, по которой все сравнивается. Истина как отвес, и все, что не соответствует истине, это иллюзия и ложь. Характеристики истины – это реальность подлинная, достоверная, оригинальная, действительная, неподдельная, вещественная, настоящая, твердая, стабильная, непоколебимая. В истине корни жизни. Когда провозглашается истина, дьявол не устоит. Никакой бес не устоит в истине. Иисус говорил в ответ дьяволу в пустыне, что он говорил? Написанное слово, то есть истину говорил, и дьявол отступил от него. Интересно, что одно из всеоружий Божьих, которые описаны где? Всеоружие Божье. Ефесянам 6 главе. Это пояс истины. И притом пояс упоминается первым. Ефесянам 6:14. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности. Вы знаете, драгоценное, на поясе истины держится все, даже вера. Даже вера держится на истине. Вернее, да, на истине. То есть там было такое приспособление, и чтобы рука не уставала держать постоянно щит, его можно было повесить на пояс. Но прежде всего истина это не что, а кто, как мы уже сказали. Это кто-то, и это истинная реальность. А истинная реальность это личность, это сам Бог Отец, Бог истины, это сам Господь Иисус Христос, то есть истина, и это Дух Святой, Дух истины. Давайте поставим слово «реальность» вместо слова «истина». И уже озвученные наши места Писания. Иоанна 14:16. «Я есть путь, истина», то есть «я есть путь, реальность и жизнь». Так? А можно сказать так. «Я есть путь в реальность жизни». Путь в реальность жизни. Или «я есть путь истинной реальности, ведущий в жизнь». Так понятнее звучит? Понятнее. Теперь еще раз прочитаем Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». И заменим, да, соответственно, словам. То есть Иисус здесь говорит: освети, отдели их своим словом в Твою реальность, чтобы они жили в иной реальности.
Наша частая проблема, драгоценная, в том, что много, во что мы с вами верим, не есть истина. Услышали где-то и начинаем верить в это, и жить в этим, и петь это. И в итоге рано или поздно мы имеем то, во что мы верим. Верим в истину, получаем истинную реальность. Верим в ложь, ее и получаем. Вера, она верит, она материализует. Она соединяет духовную истинную реальность невидимого с материальной реальностью, с проявлением видимого. Ложь также имеет способность материализоваться и проявляться. Пример. Мы все хорошо помним историю женщины, которая страдала много лет кровотечением, да? Библейскую историю имею в виду. Она верила, что как только она прикоснется к Иисусу, она выздоровеет. Да? Эта женщина, она не была в Иисусе. Иисус тогда ходил в обыкновенном физическом теле на земле. И чтобы ей что-то получить, ей нужно было соединиться с Ним. То есть она поступила верно. Но если мы верим, как эта женщина, мы будем стараться тогда посетить все конференции, все школы исцеления, чтобы получить исцеление. Будем искать соединиться с Иисусом, быть в Его проявленном присутствии. Поступая так, получается, что мы верим, что мы еще не в Нем, и Он еще не в нас. Истинная реальность говорит, что мы во Христе и посажены в Нем на небеса. И Он в нас присутствует Духом Своим. И нам не надо никуда приходить и соприкасаться. Целитель, Он в нас. Мы уже один Дух с Господом. Мы уже связаны и живем с Ним в одной реальности бытия. Мы живем как одно. Но верим ли мы в это? На словах да. Откровения не имеем часто. Безусловно, важно изучить и говорить истину. Но без того, чтобы быть истинным внутри, это проблема. И нам не устоять в истине. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего», говорит Давид, это Псалом 100, 2 стих. В непорочности. Непорочность на иврите – это тот же или одинаковый внутри и снаружи. Каков внутри, таков виден и снаружи, что является полнейшей противоположностью лицемерия, да, лукавства фарисейского, которые внешне были одно, а внутри другое. Когда человек внешне одно, а внутри он другое, он не ходит в истине. В церкви, к сожалению, много еще есть неискренности, лицемерия, и на людях натянуты нередко маски, как пела Алла Пугачева. Изображаем радость. А мы должны жить в радости, излучать ее изнутри. Внутри нас живет Бог радости, живет Дух Святой, один из проявлений плода которого является радость. Внутри нас Царство Божие, одна из составляющих которой – радость. Иисус, Он был истинный внутри, и во мне Он высвобождал такое же слово истины. Он говорил со властью и не учил, как книжники и фарисеи. Расходятся ли у нас с вами, драгоценные, мысли со словами и слова с делами? Как у вас? Расходятся? Ни у кого ничего не расходится, все примерно. У всех все отлично, супер хорошо. Ну прямо истина сидит тут предо мной. Вы знаете, у меня расходится, бывает, увы, грешна, каюсь, Господи. Поэтому у нас так мало силы. Ведь Дух Святой перед тем, как будет проявляться в нашей жизни, как Дух силы или как Дух любви, Он прежде всего должен проявиться как Дух истины. Во лжи Дух Святой не действует. И наша задача как церкви быть истинной и застолбить истину. 1 Тимофея 3,15. Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Церковь, мы с вами, есть столб и утверждение истины. Нам нужно напоминать, кто мы есть. Что же значит ходить в истине, пребывать, жить в истине? Это реально жить
в реальности Божьей и самим стать реальностью Божией. Ровно в такой степени, в какой мы ходим в истине, ходим в Божьей реальности, ровно в такой же степени другие люди будут переживать истину Бога и реальность Бога в нас и через нас. Люди это чувствуют. Ответ на наш вопрос, как ходить в истину, мы читаем из речи Иисуса. Иисус учил учеников духовным принципам. Итак, открываем Матфея 12 глава, 25 стих. Но Иисус, зная помышления их, то есть фарисеев там, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Драгоценные, мы, как христиане, имеем разделившийся дом, разделившееся царство самих себе. Вот как я это вижу. В нас есть Царство Божье, мир, радость, праведность. И в нас все еще есть царство тьмы, беспокойство, страхи, греховные мысли и так далее. В нас есть Божья реальность, и в нас есть еще дьявольская реальность. В нас есть еще что-то от Духа, у нас есть что-то от Духа Святого, Духа истины, и что-то от отца лжи, дьявола. И поэтому мы иногда ходим по истине, а иногда по лжи. У нас есть Божьи стандарты, которым мы стараемся следовать, и есть стандарты этого мира, которых мы также стараемся придерживаться. У нас есть здоровье Иисуса, и у нас есть еще немощи, болезни и так далее. И поэтому что происходит? А то, что говорится в Матфея 12:25. Мы не можем устоять в истине, колеблемся. Нас носит то туда, то сюда, то мы верим, то мы не верим, то пришли, то отступили, то мы падаем, много падаем по жизни. Но слава Господу, который нас восстанавливает, Он дал нам Духа Святого, Духа истины, который есть наш наставник, помощник, коуч-инструктор. Если первоочередная задача, его первоочередная, вот Духа Святого, да, задача вести нас во всякую истину, чтобы мы познали истину, истинную реальность Бога, Господа Иисуса, Дух, Слово, отождествились с истиной, соединились и сами стали этой истиной и были одно. То есть наша задача не просто знать об Иисусе, об истине, не просто прочесть о ней, а поместить ее, эту истину, в свое сердце и познать ее внутри себя. Истина должна стать нашей внутренней реальностью. Ведь то, что наполняет нас, оно будет вытекать из нас и будет передаваться другим. Если внутри меня, драгоценная, ложь, мерзость какая-то, гнев, то что из меня вытечет? Скажите, что из меня вовне? Вот то, что во мне. Другое никак. Если внутри меня истина, любовь, доброта, то, естественно, я это и изолью, и это передам другим. Если в нас живет Дух истины, то чтобы Ему хорошо жилось, нам надо позволить Ему сотворить в нас обитель истины, атмосферу истины, чтобы заменить ею атмосферу лжи, которая, увы, часто еще в нас присутствует. Освободить нас от всякой лжи и от заблуждения, от греха и греховной реальности, от реальности проклятий. Повторюсь, Дух Святой не будет проявляться во лжи. Мы, христиане, стали толерантными и боимся выразить истину, реальность Божью. И, к примеру, сказать тем же мусульманам, что они заблуждаются, и что только Иисус есть истинная реальность. Не Будда, не Мухаммед и никто другой. Мы боимся оскорбить их религиозные чувства. Но поступая так, они будут по-прежнему оставаться в заблуждении и погибнут, а Бог спросит с нас. В санаторий в Ялту мы с мужем ездили 2 года подряд на такси из Симферополя туда и обратно, то есть 4 раза получилось. А дорога занимает в среднем 2,5 часа. Нас первый раз повез туда мусульманин. И я рискнула ему свидетельствовать об Иисусе, истинном Боге. И знаете, что произошло? Он слушал и дал нам телефон, и мы ему звонили в последующие 3 раза. И хотя он не работал уже таксистом, нас исправно возил.
Господь тогда чудом подтвердил проповедуемое мной Евангелие. Я смело заявила, то есть я внутри себя имела такое подтверждение от Господа, свидетельство. И поэтому я смело заявила, что мы проедем до санатория без единой пробки. И что это будет знак, что Бог живой и слышит сейчас наш диалог, и Он отвечает на молитвы. И я помолилась вслух об этом. Таксист просто засмеялся. Он сказал, что это невозможно, так он как вот тут ездит каждый день, и каждое время здесь есть пробки. Но знаете, Господь показал, что с ним все возможно. Мы проехали без остановочек. И этот человек не покаялся при нас, но он задумался и сказал: я уважаю людей, которые верят в своего Бога по-настоящему. И тогда он дал нам свой личный телефон, и я считаю, что Слово Божье было посеяно. Промолчать, согласиться с лжерелигиями, это и есть. Это не есть любовь, скажем так. Это есть лжер-любовь. Это компромисс с миром. Истина, она связана с истинной любовью, а не сложной и не с душеняком. В Ефесянам 4:15 мы читаем: но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Значит, любовь есть и не истинная. Но наши жизни должны выражать истину во всех вещах и делать это с любовью. Можем ли сами по себе стать истинными? Нет, конечно, это невозможно, драгоценное. Но внутри нас живет Дух истины, и нам надо учиться быть водимым этим Духом Божьим, Духом Святым, Духом истины. Водимые Духом Божьим, они суть сыны Божьи. Так написано в Слове? Так написано. Сыны Божьи — это не те, кто постоянно что-то слышит, видит, видения, сны. Это те, кто ходит в истине, ходит. Бог будет откровенен только с теми, кто откровенный с Ним и откровенный с другими. Давайте откроем Псалом 17, 26-27 стих. С милостивым ты поступаешь милостивым, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. То есть мы будем получать соответственно тому, кто мы есть. Мы с вами новое творение во Христе. Этот лжец Иаков должен пройти, должен прекратиться, чтобы стать Израилем. Чтобы изменить природу Иакова, Богу пришлось надломить его бедренную кость. И он всю жизнь хромал. Бог возлюбил Иакова. Он желал его благословять, но получал благословение Иакова ложным путем. С Иаковом боролся кто? Посланник Ветхого Завета. Кто был? Иисус Христос боролся. То есть истина, реальность Божья боролась с ложью, с лжецом и сломала его. И с этого момента Иаков уже не уповал на свои способности обманывать, крутить, вертеть, а он упирался уже на посох всю жизнь. На посох. В Библии даны и другие конкретные рекомендации, как нам возможно ходить в истине. Одна из них написана в 1 Коринфянам 5:6. Нечем нам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, но закваской порока, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Драгоценные, чистота связана всегда с истиной. И здесь написано: будьте бесквасным тестом, опресноками чистоты и истины. Именно такие хлеба лежали на столе предложения во святом. И чтобы нам с вами, каждому из нас, быть этим хлебом предложения, а буквально это означает быть хлебом Его лица, и чтобы нам лежать на столе Господа или сидеть за столом Господа, как помазана елеем лепешка, чтобы мы были этими опресноками чистоты от всяких ложных примесей. Понимаете? Я поставила восклицательный просто знак. Мы должны быть этими опресноками чистоты от всяких ложных примесей. Давайте зачитаем еще несколько напутствий таких вот в Писании. 1 Петра 1:22.
послушанием истине через друга, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Что мы здесь видим? Первое – послушание истине. Второе – чистота сердца. Третье – постоянная истинная любовь. Это все о путях, как жить поистине. Ну и продолжим. Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Что здесь? Отвержение истины – обязательное условие, отвержение лжи, прошу прощения, обязательное условие хождения в истине. А вообще, то, что Господь подразумевает под выражением «жить по истине», или другими словами «жить по правде Божьей», Он четко прописал в Библии, еще в Ветхом Завете. И так как Бог наш неизменен, то и требования Его не изменились. Через пророка Иезекииля было, к примеру, такое слово. Оно записано в Иезекииля 18 глава, с 5 по 9 стих. Мы зачитывать с вами не будем. Можете прочитать дома. Там идет перечисление, кто в глазах Бога праведен и творит суд и правду, то есть живет по истине. Суть написанного. Праведный человек не имеет идолов. Господу поклоняется, живет честно, не стремится нажиться за счет других, поступает благотворительно, не судит лицеприятно, а судит по правде Божией, поступает по Его заповедям и соблюдает Его постановления. Ничего нового для нас. Живя так, мы будем угождать Богу и радовать Его отцовское сердце. Будем преуспевать во всем, иметь мудрость Божью и Его защиту. Ну, теперь, углубившись в истину, можно немножечко поговорить и о лжи. Ложь, драгоценная, к сожалению, это бич современности, и она стала обычным делом. Мы все неоднократно защищались ложью, обманом даже тогда, когда мы стали христианами. А почему? Да потому что выжить, живя по истине, не так просто. А мы все с вами хотим, конечно же, определенно иметь удобство жизни. Но любая ложь – это компромисс. Ложь – это убийца. Ложь, она высвобождает проклятие. И ложь в Слове Божьем приравнивается к воровству. Это можно прочесть в Захарии 5:3. Человек, который нам врет, он забирает у нас время, ресурсы, то есть ворует. И еще запомните, что если человек врет, обманывает, он колдует. И любое преувеличение – это тоже ложь. А как хочется порой приукрасить, прибавить, чтобы выглядеть в глазах людей лучше. Но мы только что читали. Надо говорить истину друг другу, говорить реально то, что было, если мы хотим ходить в силе Божьей, в истине Божьей, любви Божьей. Каков результат наших компромиссов? Мы не можем устоять в истине. И недоумеваем, и удивляемся, откуда это взялось, это поражение, такие обстоятельства. Было такое? Да, было. Было, конечно. Но есть, драгоценное, одобрение для нас. Если мы чего-то с вами еще не имеем, это не говорит о том, что мы мерзкие, на нас поставлен уже крест, и Бог нас отверг. Это говорит, что мы просто входим в то, что Бог приготовил для нас. В доме моем, как написано, обителей много. В какую-то обитель мы с вами уже пошли, а в какую-то еще нет. Мы можем быть истинными проповедниками, но не истинными даятелями. То есть кто-то в чем-то ходит в истины, а где-то еще во лжи. Пока уровень силы и славы в церкви небольшой, согласитесь? Очень небольшой. Нам нужно просто отделиться от всякой лжи, притворства, лукавства, лицемерия и так далее. Когда уровень славы вырастет, мы очень быстро будем пожинать в своей жизни от любого лукавого слова и действия, как это произошло с Ананией и Сапфирой. То есть одна ложь в славе Божьей может стоить жизни. А сейчас мы врем и живем, потому что живем, как я сказала, на очень низком уровне славы и силы Божьей. Моисей ходил на высоком уровне славы, не так, как Израиль.
И поэтому одна ошибочка стоила ему обетованной земли. И еще, я думаю, сработал такой принцип: кому больше дано, с того больше спросится. Почему мы не видим истинную реальность, а живем часто в иллюзорной реальности, которая есть реальность дьявольская, князя мира сего, духа господства в воздухе? Ответ: не видим из-за неверия, сомнения, страха, твердынь, блокировок, грязных фильтров наших духовных, неверное понимание слова и так далее. А некоторые люди, они просто не хотят познавать и приближаться к этой истинной реальности, потому что их устраивает система этого мира, построенная на иллюзорной реальности. И они жили с ней, соединились и получают, как они считают, что-то хорошее от этого. Но это все, драгоценное, очередной обман. Не стоит заблуждаться и строить нам воздушные замки. Свою жизнь нам надо строить на твердом основании, на истине, на Иисусе Христе, на Слове Божьем, и ходить и жить в истине Слова, Духа, Духе истине, позволить Духу истины вести нас во всякую истину и самим стать истинной реальностью. Нам необходимо просто с вами получить откровение от Духа Святого. И об этом, это уже наша часть, нам нужно молиться, дорогие, чтобы истина была для нас не просто семенем, а стала реальностью, принесла плод. Да благословит нас всех в этом Господь. Слава Богу. Слово про истину. Тишина такая. Можно группу прославления попросить прийти вперед? Мы давно не делали такой призыв к покаянию. Если у нас есть люди в зале, вы ни разу не молились молитвой покаяния, то вот эти вот все слова вообще про истину, они, наверное, для вас ничего не значат. Прежде всего нужно вообще принадлежать к Иисусу Христу. Если вы никогда не молились Иисусу, не принимали Его как своего Господа и Спасителя, мы можем это сделать. Я могу с вами помолиться. Если кто-то есть, поднимите руку. Я могу помолиться с вами. Anybody? Слава Богу. Хорошо, давайте мы поднимемся. Мы прославим еще Господа. Будем заканчивать наше собрание на сегодня. И мне вот как-то хочется вас ободрить еще. Дождь идет на улице, осень на носу, мобилизацию объявили, но Бог живой. Аминь. Что бы ни происходило, знаете, уныние – это грех вообще. Не позволяй унынию быть в твоем сердце. Аминь. Давайте радоваться будем. Господа прославим еще. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя.
можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Аллилуйя! Благослови Бог! Аллилуйя! Бог! Славим Тебя! Аллилуйя! Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я тебе отдаю дни мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я тебе отдаю дни мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое
Благословений вам на эту предстоящую неделю. Храните мир в сердце. Господь пусть благословит вас. И оставайтесь на связи в группе. Будем возвращаться в нормальную жизнь. Как бы электрики мне обещают, что они закончат завтра. То есть придут сегодня и завтра, и вроде должны доделать. Поэтому мы уже приберемся, расставим столы. Я очень надеюсь, что мы возобновим чаепитие, может быть, уже на следующую неделю. И также детское служение. Смотрите за объявлениями в группе. Все, Господь благословит вас. С миром Божьим по домам. До свидания.